Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие щедрые дары вы заслужили от Вселенной? Что скоро получите? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах, пожеланиях, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие щедрые дары я заслужила от Вселенной? Что я получу? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие щедрые дары вы заслужили и что же вы получите. Так. Ну, я здесь вижу 3 основных дара. 2 внизу и 1 у вас идет вверху. 2 дара идут какими-то вот материальными, да, то есть ресурсы, материалы, а 3, наверное, таки самый главный, он идет для души, для сердца. Смотрите, вам вообще как предписано, да, вы заслужили. Здесь у вас идет украшение. Опять же таки, да, вот такая вот прям, ну, сережка, да, золотая. И второй момент — это кошелек. Кошелек, в котором лежит подковка. Это значит, что в вашем кошельке всегда будет магнитик, подковка, которая будет притягивать денежку, притягивать материальное, притягивать ресурсное. То есть вы, человек, станете фартовый. Вам будет вести именно вот с деньгами, по деньгам и в вопросах вот именно решения этих дел, да, материальных. То есть денежка будет идти, денежка будет всегда пытаться вас найти и в ваш кошелечек запрыгнуть. Вот эта подковка будет ее привлекать. Вот эта сережка, она говорит о том, что, во-первых, вы узнаете главный секрет, как зарабатывать, как быть успешным, как быть, ну, скажем так, на высоте и занять вот именно свою позицию в жизни, да, на свой пьедестал войти. Понимаете, вы человек, который получит и, ну, как вам идет, да, и вы это получите. То есть я вижу, что вот эта денежка, вот эта вся ресурсность, она будет вами заработана. Появится у вас такая возможность денежку зарабатывать, денежку приумножать благодаря своему уму, смекалке, знаниям, смелости, вот как хотите, да. Я вижу, что вы, вот сережка — это и есть знак особого положения и признания, понимаете, вот такая красивая именно сережка. Ну, в сочетании с вот этой подковкой я так вижу, что вас именно наградят, ну, в ресурсном плане больше идет, да, это деньги, высокая зарплата, высокое положение в обществе, хорошая работа. Выигрыши могут быть и в лотерею, и в какие-то, я не знаю, там вы можете получить компенсации, выиграть в суде. То есть здесь вам идут бонусы и профиты. Это заслуженно, это то, что к вам должно прийти, и оно к вам обязательно придет. От этого вы отказаться не сможете. Это вам по справедливости, видите, потому что здесь вот такой кантор. По справедливости вам идет, ну, скажем так, прямо, да, популярность, известность, высокое положение плюс денежка. Мало того, я вижу, что вокруг вас будет несколько людей, это может быть 2-3 человека, которые прям, ну, один человек — это верный друг, он вам будет помогать, он будет вам и наставником, и другом, и плечом, и жилеткой, в которую можно поплакаться. То есть человек, который с вами пройдет всю жизнь. Скорее всего, может быть, и вместе вы что-то придумаете. То есть, может быть, это будет ваш бизнес-партнер, а может быть и доверительное лицо, может быть, какую-то работу будет на вас делать, для вас. Да? Например, вы откроете свой бизнес, а этот человек там талантливейший бухгалтер. То есть нужен будет этот человек, он с вами рядом. Это очень верный человек, на которого можно положиться, в котором можно и не сомневаться. Вот такой человек. Он с вами рядом. И этот человек будет вас, ну, скажем так, будет вашей трезвостью, да, будет вас всегда, может быть, распекать, когда вы не правы, давать вам очень дельные советы. Человек педантичный, человек немножечко такой, знаете, как идет
строгий, что ли, да, там лишний раз и не улыбнется, но при этом очень добрый, очень талантливый. Знаете, вот только вы будете видеть настоящую суть этого человека. Человек, вот у него в голове звезда. Звезда, ну, правда, четырехконечная. То есть человек очень умный, очень сообразительный. Математика, например, это его, да, какие-то точные науки. А в этом его сила. Но в то же время его слабость, то, что он в житейских вопросах, чувствах, эмоциях очень слабенький. Тут я вижу выгодный у вас союз. У вас как бы идет одно тело на две головы, понимаете? Вот такой момент у вас будет происходить. То есть я так понимаю, что это будет мозг вашей организации, да, а вы будете сердцем. Вот такое идет. Этот человек, он не есть дар от Вселенной, но он есть помощь от Всевышнего. Понимаете, это человек, который ваш охранник, ваш земной ангел-хранитель. Он будет и помогать, и защищать, и наставлять. И, ну, я говорю, это ваша надежная опора по жизни. Вот такой человек. Другой человек здесь вышел. Это человек, за которым будете смотреть вы. Это может быть ваш ребенок, может быть это, ну, не знаю, какой-то младший родственник, да, либо вот кто-то на вашем попечении останется. Этот человек очень талантливый, и этому человеку очень нужно помогать. И знаете, ну, я просто вижу здесь отношения какие-то вот прям отеческие, да. То ли вы будете как мама для этого человека, то ли будете как папа. Возможно, это ваш ребенок, возможно, это и чужой ребенок, да, которого вы будете воспринимать как мой. Я вижу, что этому человеку вы будете помогать, очень много помогать, продвигаться, добиваться какого-то положения, какого-то статуса. У вас все получится. И благодаря вашей помощи, вот видите, как вы тащите, как мешок тащите, да, этот человек займет свое место, никогда не забудет о том, что вы ему помогли. И знаете, ну действительно тут такие отношения, вот прям как человек везде вас прославляет, да, и говорит, что это благодаря вот моей любимой мамулечке, да, либо папулечке. То есть все время вот идет прославление именно вас. Гордость у вас будет за этого человека. Притом, при всем вы этого человека воспитаете абсолютно не, ну, зазвездившимся, да, скажем так, наоборот, человеком открытым, приятным и добрым. Понимаете, вот вы что дадите. При этом человек очень трудоспособный. Как вы трудоспособны, такого вы воспитаете ребенка. Так. Смотрите, у вас еще есть какое-то путешествие. Путешествие я бы назвала вашей мечты. Я вижу здесь странные деревья. Я не знаю, что это за деревья, но они очень необычные. Какая-то у них листва необычная, форма у этих деревьев необычная. Я вижу, что это где-то какой-то, может быть, даже континент, либо остров, либо полуостров. Это не в центре чего-то, да, не в центре континента. И это не континент, на котором проживаю, например, я. Это что-то другое, и это что-то, может быть, вот для меня это идет как экзотика. Я не знаю таких деревьев, я не знаю такой растительности. Вот у вас поездка именно в это место, необычное место, место, которое станет для вас местом силы. В поездке либо там уже по прибытии вам откроется какая-то истина. Возможно, вы начнете больше доверять себе. Возможно, кто-то вот прям попадет в поток, да, в информационный поток. Кто-то, может быть, встретит свою любовь, встретит счастье, да. То есть здесь идет какой-то судьбоносный переломный момент, именно связанный с поездкой, либо в поездке. Но еще раз говорю, это что-то экзотическое, я не знаю, что это за место, но там птицы какие-то необычные, деревья какие-то необычные. Вот у кого-то, кстати, будет переезд туда на постоянное место жительства. Это тоже идет как дар. Потому что я вижу, что вы как будто бы хотите в жизни все поменять, и вы к этому стремитесь, но не получается. Либо не пускают, либо закрывают, и вы очень переживаете из-за этого. Но будет на вашей улице праздник. Я вижу, что вот поездка, либо переезд состоится. И там, на той земле, не на своей земле, на той земле, вас ждет просто-таки какой-то вот прям, как бы сказать, просветление, что ли, да. Вот вы вот прям так четко будете понимать, что происходит в моей жизни, куда я иду, что мне нужно делать. А если вы любовь свою встретите, так вообще прекрасно, понимаете, вы в свою колею попадете. То есть поездка, либо переезд, это вот прям самое оно для улучшения вашей жизни. Так, теперь мы доходим до последнего дара, который для сердца, для души. Ну, здесь два человека, которые слились воедино.
Один человек, второй человек. У одного человека за спиной, вот смотрите, у вас птица, а у него, у мужчины, да, либо у женщины, смотря кто меня смотрит, за спиной дом. То есть, смотрите, вы, либо вы с кем-то иностранным, да, человеком познакомитесь, иностранцем, и сойдетесь в союзе, либо человек, который живет от вас далеко, там, в другой стране, может быть, в другом городе, либо в другом населенном пункте. С этим человеком вы сойдетесь по одной дороге. Но дорога здесь, смотрите, от мужчины идет. То есть мужчина к вам будет подходить. Не вы к мужчине, а мужчина подходит к вам. Здесь у вас объединение, соединение и планы на будущее. У вас по этой птице есть мечта, а у него есть деньги. Понимаете? Вот вы соедините вашу мечту, птицу, и его денежки. Будете уже вы дальше идти. Я вижу с его стороны кораблик и колечко, а с вашей стороны я вижу прощание с двумя людьми, с тремя даже, может быть, с кем-то вы попрощаетесь. То есть я так понимаю, что вы все-таки переедете к мужчине, к мужу, либо к женщине переедете, если вот мужчина меня смотрит. Здесь прощание, которое веселое, потому что эти женщины, которые с вами прощаются, они не плачут, они наоборот машут вам руками, да, типа вот давай, пока-пока, они за вас радуются. То есть какой-то вот прям успешный, удачный переезд у вас идет. Так, в голове у вас 3 столба. 3 столба, ну, как я говорила, да, 3 дара. 2 земных и один духовное, сердечное. Смотрите, девочки, мальчики, кто смотрит мой песочек, мою отсыпочку. Вам, конечно же, больше даров тут пойдет, тут однозначно больше. Но основных вот идут именно 3. 3, которые повлияют на вас, на вашу жизнь, на ваше будущее. И, в принципе, да, вот могут даже вашу вот прям ниточку судьбы немножечко по другому направлению повести, понимаете, вот что идет. Что вам нужно делать? Во-первых, эти ситуации, они достаточно спонтанно будут происходить в вашей жизни, и за что-то вам придется поработать и побороться. Тут скорее больше идет вот все материальное. То есть без вашего участия, без ваших каких-то активных действий, да, вам могут дать, но вы не сможете удержать, вы не сможете сохранить. Вам нужно показать Вселенной, что вы готовы к этому дару. Вот у многих, кто смотрит мою отсыпочку на сегодняшний момент, в жизни идет такая ситуация, что у вас могут быть проблемы по финансам, с жильем, с работой, с реализацией. Много может быть проблем. И вам тяжело. И вы просите высшие силы: пожалуйста, пожалуйста, я хочу там порешать проблемы, позаплатить кредиты. Да, я хочу, чтобы наконец-таки там жить полной жизнью. А вам не дают, потому что вы, извините меня за слово такое, да, немножечко как транжирите, да, что вы иногда можете пойти на любви, да, на желании для любимого человека сделать что-то приятное, вы можете вот прям последнее. На себя нет, я не вижу, чтобы вы тут на себя все спускали. Нет, для себя вы жадный человек. А вот для тех, кого вы любите, тут вы можете просто последнюю рубашку себя снять и отдать. Вот, а высшие силы говорят, что нет, дорогуша, дорогой, так нельзя. Нужно, во-первых, позаботиться о том, чтобы у тебя было на будущее, чтобы ты правильно распоряжался деньгами, и баловать и любить в первую очередь нужно себя. Именно себя. А потом уже всех остальных. Вот. А вы знаете, на себя не тратите, а говорите: ой, мне нужны денежки. А вот высшие силы спрашивают: а зачем? А зачем тебе нужны денежки? Ты же себе ничего не покупаешь. Ты же спускаешь все там на деток, на родственников, на любимого человека. То есть кто рядом есть. Так что, мои дорогие, знаете, что вам дадут, но вы должны показать, что вы готовы, что вы умеете, и плюс то, что вы хотите. То есть, возможно, вам нужно еще будет показать, что вы не боитесь перемен, что вы к ним готовы, что вы можете пойти, там, не знаю, поменять работу, что вы можете пойти, я не знаю, там, пойти поучиться чему-то, да, получить какие-то новые знания. То есть это все нужно показывать. Вот. Ну а что касается любви, вот как хотите, либо вы с человеком, с которым вы сейчас в паре уезжаете, да, и вы именно вот на таких ролях, да, что мужчина вас обеспечивает, да, вот быт, дом, вы реализуете вот идеи, да, реализуете себя в жизни, либо этот человек новый у вас идет. Но мне почему-то вот прям кажется, что новый человек, совершенно новый, и вот по кораблику, что это иностранец, что он где-то далеко от вас находится, то есть не ближний путь, то есть вам придется вот прям по кораблику идти за ним в путь, и с вами будут прощаться прям так: пока-пока, до встречи, любим, ждем, надеемся.
Да, вот такой песочек вышел. Мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.